Напомним, всего прямая линия длилась рекордные 3 часа 10 минут. За ответами главы внимательно следили жители Коми. Так, запуск проектов арктических резидентов в Инте горожанам дает надежду на будущее, считают общественники Приполярья. Они видят реальные шаги. Уже идет монтаж оборудования на заводе по производству карбида кальция и ферросплавов. На базе агрокомплекса Инта Приполярная начали модернизировать производство по глубокой переработке оленины. Все в ожидании и запуска завода железобетонных изделий. Сегодня интинцы наконец, спустя много лет, видят, что у города есть завтрашний день. Запуск трех проектов для нашего города очень значительный, потому что это привлечение новых инвестиций, привлечение новых рабочих мест. Соответственно, в нашем городе это очень много чего стоит, потому что в последнее время мы только закрывались в городе, сейчас строительство новых сооружений. Также в связи с этим пришли, может быть с этим, может и нет, пришли новые сетевые магазины, что тоже очень порадовало людей. В общем, для нашего города привлечение инвестиций, новых рабочих мест – это очень большой плюс. Устилёмы отметили программу «Гектар в Арктике». Она, несомненно, даст положительный толчок для развития муниципалитета. В районе отобрано 9 территорий для желающих взять участок под строительство жилого дома или запуска какого-либо производства. Один заявитель уже есть – это житель села Трусово. Договор скоро будет подписан. Вот по Трусову, допустим, для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства уже очень затруднительно найти большие, хорошие участки. А здесь вот такая предоставлена возможность людям вести личное подсобное хозяйство на землях населенных пунктов, но рядом с населенным пунктом. Это в первую очередь развитие территории, конечно, это занятость наших людей. Поэтому в целом для развития экономики нашего поселения я считаю, что это очень хороший шаг. Строительство нового жилого квартала с социальными объектами сделает столицу не только комфортной для проживания, но и решит несколько проблем, считают сыктывкарские общественники. Очень отрадно то, что это будет целый большой жилой квартал, наполненный всей инфраструктурой. Это касается и детских садов, это касается поликлиники, это касается школы. Какие проблемы мы можем решить, реализуя данный проект? То есть у нас в республике очень большой отток молодежи. Если этот проект будет направлен еще и на приобретение, субсидирование какого-то жилья для молодежи, чтобы молодежь могла у нас приобрести по льготным ипотечным ставкам данное жилье, я думаю, что частично мы проблему оттока с вами решим. Председатель молодежного парламента добавил, что было бы хорошо реализовывать подобные проекты не только в столице Коми, но и в других муниципалитетах республики.